сразу, да, начнем с самого простого. У вас у всех есть телефон, правда? У кого нет в телефоне интернета? Поднимите руку. Да? Вот видите, вы явно, да, в меньшинстве находитесь. То есть сегодня мы живем в мире, когда у нас интернет уже под рукой. И статистика говорит о том, что каждую секунду 8 человек на планете становятся частью какой-либо из существующих социальных сетей. Ну, какие-то социальные сети, я думаю, вы сами их тоже используете. Самая распространенная сеть – это Facebook. Аудитория уже больше миллиарда человек. Вот темно-темно, да, синий – это Facebook. Есть еще красненький, да, это сеть китайская, ну, понятно, их больше всех. То есть, в Китае на втором месте. Очень популярна в России сеть ВКонтакте. Я знаю, что у молодежной аудитории в Абхазии тоже популярна, да, сеть ВКонтакте, вы там находитесь. Есть еще, сейчас очень активно набирает очки Инстаграм, 300 миллионов активных пользователей в месяц. Что еще у вас там в телефонах? WhatsApp, Viber, да? Вот давайте, что вы делаете в интернете? Что мы обычно делаем в интернете чаще всего? Общаемся. Что еще можно делать с помощью интернета? Получать информацию. Можно покупать билеты на самолет. Можно? Можно. Можно покупать и заказывать вещи. Правда? Ну, я понимаю, что для жителей Абхазии это усложнено, но тем не менее очень много людей уже этим пользуются. Еще мы с помощью интернета можем заказывать и бронировать гостиницы вообще по всему миру. И, как вы понимаете, кто-то в интернете общается, а кто-то в интернете работает. Кто-то продвигает там свои интересы, свое дело и зарабатывает на этом. Кто-то продвигает там свой имидж. Так вот, есть еще одна такая вот статистика, которая говорит о том, что, вы знаете, из 100% пользователей, менее 10% пользователей интернета действительно продвигают там свое дело, свои деловые интересы. И, кстати, продвижение деловых интересов тоже может включать в себя фотографии с друзьями, с собачками, с кошечками. Почему нет? Это тоже может быть. Но что тогда отличает одно от другого? Сейчас, я думаю, вы долго будете думать. Осмысленный подход. То есть, если у вас есть план, и вы что-то делаете целенаправленно, то есть вполне возможно, что ваша собачка и кошечка в этом контексте тоже может играть роль. Самый главный момент, еще раз, что отличает тех, кто просто ставит лайки и просто ставит фотографии, от тех, кто продвигает свои деловые и прочие интересы, это осмысленный подход с привязкой к собственной цели. А цель, если вы под этой целью подразумеваете покупка машин, вещей, я не знаю, квартир, то я вам такое скажу, что многие люди, у которых есть уже все вышеперечисленное, считают, что самой главной целью является творческое создание собственного дела. А вот все остальное, которое в свою очередь приносит все вышеперечисленное. Вот все остальное это, конечно, приятный гарнир, да, вы получите и машину, и вещь, но для начала вы, конечно, должны продвигать собственное дело, свои собственные интересы, какие они только могут быть. Я вам расскажу немножечко более предметно о нашей истории. Да, я представляю телестудию «Осарки». На самом деле это фонд, это общественная организация, которая в том числе и занимается видеосъемками. Но сейчас мы уже вышли в более такую широкую медиасферу. У нас такой мультимедийный контент, да, целый такой портал в интернете. А начиналось все с того, что мы просто начали вот что-то снимать, никто не профессионал. И в один прекрасный день я пригласила близких друзей на просмотр того, что мы сняли. Это было несколько лет назад. И я им сказала: друзья, вы можете все критиковать, мне нужна критика, я хочу услышать, что мы делаем не так. И вы знаете, они так послушались этого призыва, что они очень сильно стали критиковать все, что мы сделали. Я
так после того поняла, что, конечно, мало того, что мы еще не очень умеем работать, я еще не понимаю, а что нам потом делать с тем, что мы сняли, и как мы можем продолжать свою работу, как мы можем зарабатывать на том, что мы снимаем, ведь мы не телевидение. И вот после этого, буквально через пару месяцев, мы поехали в Ереван и прошли определенный курс, такую стажировку, где нам, в общем, помогли. Нам сказали: друзья, есть интернет, вы можете создать интересную площадку, где вы сможете продвигать собственные идеи и то, что вы делаете. И эту площадку мы создали. Я сейчас не делаю здесь презентацию телестудии Осадка, но вот просто чтобы вы понимали, есть веб-сайт, где есть видео, которое мы делаем, есть блоги наших блогеров, с которыми мы работаем. Веб-сайт — это очень хорошо, но мы пошли дальше. Дальше мы сделали просто страницу в Фейсбуке, к которой привязан сайт. И сейчас это очень, я считаю, популярная страница в абхазском сегменте Фейсбука. И сейчас я как раз вернусь к тому, о чем я говорю, к цели, да, привязки к делу. То есть наше дело состояло в том, что мы создали популярную страницу, да, которую, можете сделать чуть ниже, вот страница, да, которая довольно, да, вот, пользуется большой достаточно такой активностью посетителей. Там есть видео, мы тут же заключили контракты с ведущими коммерческими организациями, мы работаем с общественными организациями, снимаем, мы независимая студия, как вы поняли, да, то есть мы сами занимаемся своим финансированием. То есть как только у нас появилась популярная площадка в интернете, дело пошло. Но оно пошло не сразу, прошло какое-то время, минимум год, для того, чтобы просто раскрутить эту площадку. А вот посмотрите, что делают другие организации. Да, Мади, Аквафон. Коммерческая организация, у которой тоже есть площадка в Фейсбуке, и я знаю, вы все прекрасно знаете, в Инстаграме, да, наверняка участвуете в конкурсах каких-то. А Мобайл то же самое. Я сейчас на них акцентирую, потому что это две очень мощные коммерческие организации, у которых сегодня даже в штате есть отдельные сотрудники, которые занимаются продвижением имиджа компании в Фейсбуке. Они, конечно, не продают ничего в Фейсбуке, они просто занимаются имиджем. Вот как вы думаете, если такие серьезные компании отдельно оплачивают штат сотрудников, значит, в этом есть смысл? Значит, что-то интернет им приносит? Ну, понятно, да, вопрос риторический. Давайте посмотрим, что делает государственная организация. Вот страница Министерства иностранных дел, пожалуйста. То же самое, они ведут свою страницу в Фейсбуке, и более того, не забывайте, у них ведь еще есть сайт, правда? На этом сайте есть информация на разных языках, и таким образом они привлекают аудиторию к собственным новостям. То есть сегодня для того, чтобы продвигать какие-то новости, не обязательно иметь постоянный контакт с телевидением. Вы сами можете заниматься этим. Следующее, торгово-промышленная палата, все слышали, да, это не государственная организация, но она довольно активную ведет деятельность. Посмотрите, у них тоже очень активная страница в сети. Дело в том, что, конечно, над этим нужно работать, и, конечно, наверняка кто-то из сотрудников делает это не из-под палки, да, за зарплату, а просто понимает, что это нужно делать. Им это нравится, и получается результат, потому что достаточно активная страница торгово-промышленной палаты, чего не скажешь о других организациях. Я вот сейчас не буду тыкать пальцами, но я потом вернусь. Дальше, Горная Абхазия. Тенгу был у вас на прошлой неделе, Тенгу Тарба. Очень активная страница. Тут, по-моему, не нужно объяснять, потому что замечательные фотографии, замечательные ведущие заинтересованы в продвижении страницы. Это его личный проект, который он уже 5 лет ведет. Страница, конечно, более моложе, чем, я думаю, она уже года 3, наверное, существует. Но сегодня вот по этой странице, друзья, судят в том числе и по Абхазии, потому что об Абхазии, потому что аудитория у нее очень большая, да, давно уже вышла за, даже вот за русскоязычный сегмент. Дальше идем. Гранд-артист. Очень люблю эту. Вот, много таких страниц, их тысячи и тысячи на самом деле в Фейсбуке, но вот эту страницу, да, там просто интересные такие картины выставляет один из наших соотечественников, это художник
Ахра Аджинджал, он ведет эту страницу сам. То есть, чтобы вы понимали, да, есть человек, который художник, он любит, он сам рисует, и у него определенный вкус. Он создал эту страницу, но вы просто обратите внимание на количество подписчиков этой страницы. 446 098 человек. Человек сидит дома с компьютером, может быть, с телефоном тоже, да? И вот у него уже, посмотрите, какое количество подписчиков. Кроме того, есть личная страница Ахра Аджинджала как художника. Он сам, да, человек, вот как он выглядит. И, конечно, на его странице нет котиков, да, вот, ну, нет его фотографии с букетами. Зато есть его картины. И, конечно, есть еще то, где он бывает на выставках. Просто еще раз хочу, чтобы вы понимали, он продвигает себя как профессионал в своем деле. Конечно, он старше вас, и, наверное, в вашем возрасте у него были котики, если был бы интернет. А следующее, тоже человек, тоже живет он в Очимчирах, многие его знают. Он юрист на самом деле, но он любит писать стихи. И очень много людей, которые тоже любят читать эти стихи. И у него на странице все время, то есть человек, у которого есть помимо профессии, хобби, которое ему самому приносит удовольствие, он не боится критики. И он ставит, и таким образом получает определенный, да, там тоже много лайков, и поверьте, его тоже знают и за пределами Абхазии. Ему это не нужно для того, чтобы выпустить потом сборник своих стихотворений и продать его вам. Ему просто это доставляет удовольствие, но это важная часть его жизни. То есть, заходя в интернет, он не блуждает там, он просто делает то, что нравится ему лично. Мы говорили о Фейсбуке, потому что эта сеть сегодня, ну, вы как поняли, не самая популярная, но там еще очень удобно, то, что она многоязычная, и вы сразу одновременно можете, да, вот с людьми из других стран, точно там просто переписываться и видеть, что делают они. Это то, что не дают, как бы, да, внутренние локальные сети, типа Одноклассников и ВКонтакте, в том плане, что здесь можно на других языках тоже, да, находить и друзей, и героев. Так вот, если в Фейсбуке мы больше продвигаем собственный имидж, то вот уже в Инстаграме люди целенаправленно находят клиентов, покупателей и так далее. И это уже работает, и очень хорошо работает в Абхазии. Это все примеры наших друзей. Шака Така Кейк, она 2 года работала вот так вот, получала заказы Сейчас они уже открыли лавку здесь, в центре города. Она, в общем-то, стала результатом такой популярности, которую девушка заработала через Инстаграм. Она печет. И таких много на самом деле. Это как бы фитнес-сити, этот фитнес-клуб. Есть еще фитнес-империя, не менее активно продвигает свои страницы. Это не просто фотографии, они призваны как-то вас зацепить, да? Вот сейчас вы смеетесь, но зато у кого-то где-то откладывается, что можно прийти туда, да, позаниматься. Colors of Nation. Это тоже одна из фирм, которая занимается, принты они делают, да, фотографии наших художников на вещи, а потом эти вещи уже продают. И достаточно активно, у них очень высокие рейтинги, в Фейсбуке, кстати, тоже. Сейчас, друзья, речь идет и об имидже, и о продажах. А вот фотограф Ирина Папаскири. Она просто делает фотографии регулярно. Очень важный момент – это регулярность. И очень большой, высокий рейтинг у ее страниц тоже. То есть каждый фотограф, кто любит снимать. Друзья, не обязательно быть профессионалом для того, чтобы начать что-то делать и находить свою аудиторию. А вот что мне особенно нравится, буквально на днях мы с этой девочкой познакомились, мы снимали ее. Марта Трапш, у нее 2 детей, она делает чудесные вещи, она сама вяжет, и она продает их через Инстаграм. Просто она выставляет вот такие картинки, их очень много у нее. И она таким образом, домохозяйка, реализует себя еще вот в такой вот хобби, да, в такой своей профессии. То есть, как вы видите, очень много чего люди делают просто, да, вкладывая деньги лишь в то, что у них дома есть интернет, и они за него платят. И вот сейчас, наверное, актуальный такой вопрос, ну, да, это может быть уже какие-то взрослые люди, может быть, кто-то из них действительно уже состоявшиеся люди, а вы спросите, ну вот я студент,
Я еще ничего такого не делаю. И, может быть, и о бизнесе у меня мыслей никаких нет. Зачем мне это все нужно? Я на этот вопрос отвечу вам так. А себя вот как личность, как человека, у которого есть определенные интересы в жизни, вы так себя позиционируете, вы ведь так себя видите. И если вы и так находитесь в интернете, вы ведь все равно половину времени свободного проводите там. Почему вам не проводить его с пользой? Дальше стоит, конечно, вопрос, кто я, каким я себя вижу, что я могу не только взять, да, но еще и дать этому обществу. Оставляю этот вопрос открытый, потому что, конечно, друзья, не решив для себя этот вопрос, очень сложно приступить действительно к серьезной, продуманной раскрутке, да, себя, своей личности и своего дела. То есть, конечно, для начала нужно просто решиться, что вы хотите начать осмысленно относиться к тому, что вы делаете в интернете. А вот когда вы этот вопрос решите, то с чего начать? Здесь, конечно, очень просто. Хочу перейти на страницу телестудии Осарки, ну, конечно, потому что там может быть очень удобный момент, на чтобы вы могли ориентироваться и разнообразие. Первое, конечно, или у вас есть персональная своя страница, они у вас у всех есть везде, или у вас есть, или вы можете создать страницу, да, как мы сделали. Смотрите, сегодня с утра я поставила информацию, это интервью. Интервью у нас стоит на сайте. Мы просто поставили информацию. Это один из видов, это интервью. Очень я люблю, следующий это ролик. Ну, телестудия, вот сейчас мы как раз снимали ролик, вот эта девочка, про которую я рассказывала, которая делает и вяжет эти замечательные вещи. Я думаю, самое простое, с чего нужно начать, это фотография. Это то, что вы вообще делаете, я уверена, что лучше, чем многие профессиональные фотографы, вы уже научились, вы знаете, какие лучшие ракурсы. Вы ставите фотографию, но не просто фотографию, желательно, конечно, сделать ее, описать ее. Описать коротко. Если есть какая-то история к этой фотографии, еще лучше просто фотография, да, запоминаем, фотография, информация. До этого было интервью. Очень часто анонсы мы делаем, да, виды контента, какие еще могут быть. Очень фоторепортажи, просто, да, много, несколько фотографий, которые, конечно, нужно как-то сопровождать. И очень часто делаются конкурсы, розыгрыши, это то, что делают, да, коммерческие организации в основном. И когда вы пишете, все это нужно делать очень достаточно коротко, сжато, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Я стала искать, есть ли у нас страница Союза студентов АГУ. Союз студентов АГУ есть, да? Я знаю, он есть. А есть ли страница Союза студентов АГУ, или сайта нет, конечно. Но страницы я тоже не нашла, и, может быть, она есть. Но я нашла, вот есть все, что по АГУ есть в Фейсбуке, это вот Абхазский государственный университет, почему-то там стоит фотография, непонятно, это с бывшей, да, это СУИ. Ну вот я просто хочу сказать, что вот у вас столько здесь учатся студентов, которые все находятся в интернете, вот все, что есть по Абхазскому государственному университету. Просто когда вы отмечаете, да, в Фейсбуке, что вы находились в Абхазском государственном университете, то вот фотография идет вот такая. И там нет другой особой информации. Ну вот что я еще нашла, зато есть замечательная страница филологического факультета АГУ. Видимо, кто-то, у кого было время и просто желание, они просто ведут эту страницу. Я не говорю о том, что это нужно делать как работу, потому что в данной ситуации это вообще никто не обязан этим заниматься. Но хочу спросить, как вы думаете, что бы вам могло дать ведение страницы, да, Абхазского государственного университета, или просто вашего факультета, или Союза студентов АГУ? Ведь это тоже может принести реально ощутимую какую-то пользу для вас. Во-первых, это может сплотить студентов. Вы можете так легко оповещать друг друга о каких-то акциях и так далее, что у вас происходит. И еще, вот у вас есть сайт Абхазского государственного университета, может быть, он тоже нуждается в каких-то дополнениях, но он уже существует. И там даже там есть новости за
во-первых, факультеты, но там есть раздел новости, и в новостях есть вот буквально там мартовская новость, совсем недавнее обновление. То есть, по идее, если у вас есть страница, то есть вы можете все, что размещается на сайте АГУ, размещать тоже на этих страницах, да, которые есть в других социальных сетях. То есть это даст просто возможность доступа более современной, более широкой аудитории, вообще позиционирования университета как более такого современного заведения. И еще у меня такой раздел, быстренько скажу о том, что здесь девочка уже говорила, что она работает в интернете, и я знаю, что здесь также присутствуют люди, которые с помощью интернета еще и занимаются саморазвитием. Да? Очень такой интересный раздел и польза, которую может приносить интернет. Очень масса интересных курсов, видеоуроков. Одна моя подруга прошла курс по написанию книг через интернет, да, дистанционно. Другая моя подруга изучила технику декупаж по интернету. Это декорирование предметов. И вот я рада, что она сегодня присутствует здесь. И я надеюсь, что эта подруга со временем создаст свою страницу и тоже будет ее продвигать. А еще у нас есть, знаете, глава Джевеля Колосова, да, она глава благотворительного фонда Ашана, вы ее знаете как главу общественной организации, но она также делает бесплатные пока еще вебинары тоже в интернете, где она тоже занимается личностным ростом или же еще рассказывает о том, как создавать благотворительные организации. И просто я подчеркиваю, что в интернете вы можете еще и получать очень полезную информацию для вашего развития. Она есть как платная, так и бесплатная. Просто нужно знать места. И, конечно, вы можете работать в интернете. Вот есть сайт, который просто предлагает работу, если разобраться. Вы можете просто вот дистанционно находить возможность для того, чтобы получать работу. Это не массово, и не надо думать, что это очень легкий труд, но это такая возможность, и таких сайтов, которые предлагают удаленную дистанционную работу в интернете, тоже немало. Хочу вернуться к тому, что все люди, которые так или иначе используют полезные свойства интернета, они, конечно, понимают, зачем им это нужно. То есть не решив этот вопрос для себя, не решив, что вы хотите, вы, конечно, так и будете продолжать блуждать, да, использовать интернет для того, чтобы просто, да, проводить там время. Иногда путая, где реальная жизнь, а где виртуальная. Но этот этап тоже, наверное, нужно пройти. Вы уже взрослые, я думаю, что следующий этап будет уже осмысленное существование. И вот есть тоже было такое интересное исследование, которое провел один американский молекулярный биолог, я вряд ли вы знаете это имя, но он пришел к выводу, что 99,99% живых существ на всей планете, когда-либо живших, уже вымерли. То есть то, что сейчас живет, это 1%, но мы входим в этот процент, и это те, которые смогли приспособиться, они стали или сильнее, или умнее. И понятно, что мы, люди, выбрали второе, да, умнее. Но это тоже нужно постоянно доказывать. Да? И поэтому я надеюсь, что в следующий раз хотя бы часть из вас, кто еще раз зайдет в интернет, прежде всего будет думать об этом. Спасибо, я закончила.